Всем здравствуйте, рада вас всех приветствовать. Пока настраивается презентация, давайте мы сделаем короткую маленькую разминочку. Да, можно ваши руки, чтобы лучше усваивали информацию. Так, значит, одна рука показывает окей, вторая зайчик, да, скажем. На счет 3 мы перемещаем местами. Раз, два, три. Срабатывает всегда. Раз, два, три. И еще раз. Раз, два, три. Спасибо большое. Мне выпала честь представить работу огромной межведомственной рабочей группы. Первый такой успех, скажем, да, история одной реформы за 100 дней. Это опыт программы правительственных акселераторов. Меня зовут Симбар, еще раз, да, я являюсь исполнительным директором интеллектуального фонда KG Analytics. Всю подробную информацию можно найти в Инстаграме, вот по данным ссылкам. Да, можно прочитать? Да. Почему возник этот акселератор? Значит, идея, получается, методология, она пришла нам с Арабских Эмиратов. Согласно межстрановому партнерскому соглашению, Кыргызстан взял обязательство попробовать эту методологию и внедрить. Суть методологии в том, что эта реформа должна была сделаться без денег, без дополнительного финансирования. Вот что же произошло? Выбирались темы, и наш челлендж был номер один. Как уже выше говорилось, Евгения Владимировна указывала, проблема детского дошкольного образования, она действительно обратила на себя внимание, да, Кабинет министров и все министерства. И, собственно, почему? Потому что цифры, посмотрите, у нас в Кыргызстане 1 118 000 детей. Да, из них только 200 000 детей посещают суды. Получается, 900 000 детей – это те, которые не были охвачены. Что делать? И когда начали выяснять, выяснилось, что очень сложный бюрократический процесс, да, там, лицензирование, вот это все. И мы начали изучать опыт других стран. Во всем мире садики открываются просто в жилых помещениях, да, там, на первых этажах домов. То есть это очень такой теплый, уютный, комфортная зона, для, среда, да, для развития ребенка. Мы начали смотреть, что здесь у нас не так. Да? Можно прочитать? Да. И запустили такой некий маршрут, да, того, как теперь по-другому может женщина или там, физическое лицо, да, и мужчины, кстати, тоже были, да, которые хотели открывать там сады. Значит, первое, это мы понимали, что важно такому человеку пройти обучение. И в результате вот этой межведомственной рабочей группы был создан специальный курс, он так и назывался, установочный курс. Это просто вводный курс о том, чтобы было представление у людей, что необходимо. То есть это был такой комплексный курс, который охватывал вопросы особенностей развития ребенка, да, возрастные там, от 0 до 7 лет. И это разрабатывало Министерство образования совместно с Арабаевым, со всеми специалистами, да, в этой сфере. Второй это был блок по минимальным санитарным нормам, это врачи разрабатывали, Минздрав. Потом были минимальные пожарные нормы, это разрабатывал МЧС. И обязательно подключался Министерство экономики, которое объясняло, как быть устойчивым предпринимателем. Да? То есть одно дело это ты как бы открылся, другое дело тебе надо выжить в рыночной экономике. И здесь специальный блок подключалась ассоциация детских образовательных организаций с огромным опытом работы, да, в том, как вести вот этот социальный бизнес, потому что у него тоже есть своя специфика. Вот такой получился отличный научный курс. Он был размещен на платформе Bilim-Dumun. Bilim-Dumun, вы просто сейчас даже в Гугле можете загуглить Bilim-Dumun, откроется вот эта платформа. Она как раз была создана для того, чтобы как можно больше людей, специалистов и родителей имели доступ. И, собственно, вот эта женщина, ее физическое лицо, они проходили обучение, получали сертификат, автоматически тоже оцифрованную информацию, да? То есть минимизировали человеческие контакты. Получала подтверждение от мэрии о том, что направляла уведомление мэрию, что она собирается открыть такой детский сад. Получала подтверждение, дальше к ней это подтверждение попадало в МЧС, да, и инспектора, получается, пожарной безопасности выезжали на эти места, уверяли, что объект безопасен, то есть давали консультацию. Параллельно она проходила медобследование, получала на себя медкнижку и официально, получается, запускалась. Это все параллельно подкреплялось медиа работой, чат-бот запущен был, который консультировал, да, детей, и людей, которые хотят открыть детские сады. Вот примерно такой путь проходила женщина. Можно прочитать? Это, скажем так, путь пользователя. Если говорить про цифры, то у нас, получается, мы получили более 1000 заявок со всей страны. Но вот этот данный акселератор проводился в пилотном формате только в городе Бишкек, в 2 районах, получается. И вот в 2 районах мы обучили более 800 человек. Из них, получается, 570 получили сертификаты. То есть не все дошли, на самом деле, те, кто записались на этот установочный курс, не все смогли дойти, дошли 570. И из них, которые дошли до налоговой и зарегистрировали себя как индивидуальные предприниматели для оказания услуг дошкольного образования, 250 человек. И 250 человек, по согласно минимальным санитарным нормам, которые закреплены постановлением,
они могут принимать 25 человек, детей. И получается, это 5000 детей, которые сейчас, для которых созданы условия, которые могут теперь заниматься. Это кратко такой путь, как мы проходили, как мы эту реформу за 100 дней сделали. Да? То есть вначале были разработаны инвентаризация НПА, да? Были разработаны специальные новые НПА, два ключевых постановления. Одно из них это Министерство здравоохранения и МЧС о минимальных санитарных и пожарных нормах для оказания услуг в жилых помещениях. Второй это вот этот курс сертификационный, который установочный, вводный. Вот. И, собственно, вот этот новый НПА, который новый вид патента, да, для нянечек, поваров и, получается, который будет работать, собственно, в такого вида садика домашнего типа. Вот, и, собственно, это охват в итоге, да, вот здесь цифры. Можно следующий, да? Еще раз вот, подчеркнуть, да, сделать такое краткое резюме того, что я сказала. Акценты какие были, да, в чем была фишка реформы, в чем инновация? В том, что это теперь услуга. Все существующие санпины, они как бы описывают нормы требования там, технические к инфраструктуре. Да? И мы говорим, что сейчас такое время, надо отходить от этого. Да? Сейчас онлайн у нас все, да? Инновационная цифровизация идет. И поэтому важна оценка качества услуги. Да? И это первая фишка. Второе, то, что на рынок допустились физические лица. До этого акселератора могли оказывать услуги дошкольного образования только юридические лица. Да? Теперь это могут делать и физические лица. Вот что еще интересно в данном опыте, то, что принята новая нормативка, да? То, что еще были решены вопросы с наймом персонала, потому что по текущему законодательству такой предприниматель может брать в себя в найм по трудовому договору только 2 людей. Понятно, что если эта группа, там требуются помощники, воспитатели, то есть очень много вспомогательного персонала, и для них специально были созданы патенты. Вот патент на воспитателя, нянечку, повара, и по минимальной стоимости в 600 сом, и плюс еще страховой полис, да, то есть мы обязательно хотели, чтобы этот, получается, неформальный рынок, он как бы уже существует. Да, вы все знаете, если сейчас вы выйдете, вдоль каждой улицы есть всегда детские садики, но мы все понимаем, что они нелегальные, да, условно мы так называли. И вот этот акселератор, он как раз вопрос решал еще вот с нашей неформальной экономикой, создавал им условия, чтобы они могли официально легализоваться, как бы, да, и быть видимыми, да, и, соответственно, иметь больше возможностей и доступа к тому же финансированию, да, пойти в банк, получить, например, какой-то дополнительный кредит, или просто громко заявить о себе, да, не бояться там каких-то этих осуждений. И очень важный пункт это вот сценарий Пинсам, сценарий Паймак. Это то, что мы говорим сейчас, глобальная повестка цифровизации идет, да, и мы проработали еще специальную инструкцию, что теперь можно пройти регистрацию по месту фактического жительства в автоматизированной системе сценарий Паймак. То есть если раньше люди, которые особенно очень в силу высокой миграции, не могли вот там в тех домах, где они проживают, где-то официально быть видимыми, то теперь благодаря акселератору, ну, такая инструкция тоже принята. Можно следующий слайд? Так, теперь мы говорим про связь образования и экономики. И мы говорим, что подобного рода садики, просто через дошкольный сектор, да, как это влияет на экономику. Во-первых, один садик, он создает 3 рабочих места, как минимум. Да. Эти 3 рабочих места, это еще также высвобождает эту женщину, этих родителей, этих детей, которые теперь будут работать. Да. И мы взяли на примере швейного сектора, который очень нуждается, как вы знаете, в швеях. Да. И как знаете, вот у нас мы специально делали выезды полевые, вот, и видели, что швейные цеха у нас очень нуждаются в кадрах, и они не могут, эти женщины, выйти работать полноценно, потому что на них шеи дети. И вот как раз теперь мы прорабатываем вопрос, чтобы эти садики открывались еще при этих швейных цехах. И, соответственно, вот посчитали примерно, получается, даже при том, что у нас до конца года, вот, прогноз, да, до конца года, например, охват детей может вырасти до 20 тысяч детей, это откроется где-то 1000 ИП новых, да? В рамках акселератора открылось 250, то есть мы ожидаем, что в рамках масштабирования акселератора мы сможем охватить 1000 ИП, и это нам даст эффект такой, что получается где-то 3000 новых рабочих мест, да, и 1200 как минимум новых рабочих трудовых ресурсов. Да. В целом, перспективно до экономики у нас есть большая цель в рамках национальной программы развития 2026 увеличить охват в 2 раза. Да. И вот у нас такой прогноз, скажем, что в итоге мы можем охватить около 110 тысяч детей, да, и создать новых рабочих мест около в районе 6 тысяч. Только за счет дебюрократизации. Да? Вот, ну и такие, завершая свое выступление, краткие итоги. Позвольте прям зачитать вот очень важные мысли, которые вот мои коллеги хотели до вас донести, что этот акселератор он был реализован потенциалом национальных кадровых ресурсов, то есть как часто мы недооцениваем свое, то, что есть у нас. Через консолидацию и мобилизацию ресурсов. То есть мы научились взаимодействовать и коммуницировать. Да? Та самая вот координация межведомственной работы, о которой мы постоянно говорим, вот она случилась.
без привлечения высокооплачиваемых международных экспертов, там, дополнительной донорской помощи, да, дополнительных расходов из бюджета. То есть из бюджета ни сома не потратили на данную реформу. И это говорит о том, что это все у нас в мышлении и в подходах. Да, и вот в рамках новой концепции правовой политики уже заложено, что мы должны принимать эффективные решения и дебюрократизировать практически все процессы, которые мы можем сделать. Ну, то есть наши итоги, да, мы дебюрократизировали, устранили коррупционные риски, внедрили человекоориентированный подход, то есть ребенок в центре, и вокруг него, да, госуслуги, усиление межведомственного взаимодействия, наладили механизм конструктивного партнерства именно экспертов и неправительственного сектора. Вот непосредственно наш фонд Digital Analytics, мы являемся представителем гражданского сектора, нам удалось наладить этот диалог, да, и с правительством, и с экспертными группами, и с личными государственными ведомствами. Вот, собственно, все вот эти наработки, которые в пилоте у нас были, они нашли отражение в новой редакции закона, да, принятой уже, получается, президентом 11 августа, да, в новом законе закреплено. То есть теперь это уведомительный порядок. И самые главные данные, СУР-4, да, мы говорим, эти все цифры, они сейчас консолидированы в рамках одной отчетной формы, которая закреплена между ГНС, Насаткомом и МОН. То есть теперь будут единые цифры, единообразие цифр между этими тремя ведомствами. Все, можно последний слайд? Да, это наш вот телеграм-канал. Пожалуйста, подписывайтесь, отслеживайте, делитесь тоже новостями. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Я думаю, что это такой очень инновационный, прорывной механизм, и дай бог, что он будет иметь свое продолжение. Спасибо, Сафар, пожалуйста, присаживайтесь.